Здравствуйте, я Николай Борисов, и сегодня мы поговорим о раздельном сборе мусора в Якутии. Мы расскажем, а выводы делать вам. По данным Минприроды России, в стране ежегодно образуется около 5,5 миллиардов тонн всех видов отходов, и около 375 миллионов тонн требуют особых условий промышленной переработки. Та концентрация веществ, которые содержатся во вторсырье и которые можно применить в промышленном производстве, порой во много раз превышает аналогичный показатель природных ресурсах. Однако максимально использовать его мешает серьезная проблема. В стране отсутствует централизованная система раздельного сбора мусора. В Якутии сходные проблемы. В республике фактически нет опыта раздельного сбора различных фракций, кроме советских времен, когда пионеры сдавали макулатуру и практиковался прием стеклотары. Сейчас над проблемами экологии задумываются многие, в том числе волонтеры. Так, 1 декабря прошлого года состоялась уже третья по счету акция «Раздельный сбор». Активисты при поддержке профильных министерств стараются привить гражданам экологическую чистоплотность. Активность волонтеров можно только поприветствовать, однако другая часть жителей говорит о более, если можно так сказать, жизненных проблемах. Напомним, в январе ЕСЯ писала о том, что в Якутске не могут поделить мерзлые отходы. Если говорить о столице, то конкретно в Сайсарском округе летом жидкие бытовые отходы вывозят машинами цистерно-насосного типа, а зимой оборудуются специальные контейнеры, в которых сливают отходы. На сильных морозах они моментально замерзают и уже в таком виде вывозятся на утилизацию. Именно эти мерзлые кучи и стали причиной споров между МУП «Жилкомсервис» и региональным оператором Якутск Экосети. Желающих вывозить замерзшие кучи нет, поэтому дрязги продолжаются до сих пор. Для решения проблемы даже были придуманы специальные бункеры, в которых сбор жидких и твердых коммунальных отходов производится раздельно. Напомню, что тестируются они в Сайсарском округе Якутска. Кстати, недавно одновременно с законом о сжигании мусора было принято постановление, согласно которому гражданам, собирающих мусор раздельно, предлагается возвращать часть оплаты коммунальных услуг за мусор. Однако понятно, что пока нет инфраструктуры, делать этого не будут. Но в Якутске опробируют такую инициативу в нескольких кварталах. Мы на сегодня занимаемся различными акциями, до создания соответствующей инфраструктуры. В прошлом году, в 2019 году провели 3 акции по раздельному сбору. Мы считаем, что достаточно успешно они прошли, потому что участников очень много было. Также ведется работа по сбору отдельных полезных фракций так называемыми предпринимателями-заготовителями. За 2019 год, по прогнозным данным, направлено на утилизацию более 800 тонн полезных фракций пластика, картона и так далее. В 2020 году мы также будем продолжать проведение акций. Мы ориентируемся, что 1 раз в квартал будем это проводить. Но при этом еще сейчас совместно с предпринимателями рассматриваем вопрос создания постоянных точек для сбора, чтобы там любой желающий не ждал акцию, а в удобное время мог привезти и сдать полезные фракции. Особое внимание уделяется опасным отходам. Предприниматели, например, как Планета Электро, как социально ответственное предприятие, для себя начало деятельность по раздельному сбору батареек. Батарейка вроде бы маленькая, безобидная, но, по мнению экспертов, одна маленькая батарейка может испортить 20 квадратных метров земли и там 400-500 литров воды. Поэтому с этой точки зрения хотелось бы призвать, например, предпринимателей, которые занимаются торговлей, в основном, которые стимулируют потребление батареек, магазин электроники и так далее, возможно заложить себестоимость продаваемой продукции, либо батареек, дальнейшую утилизацию и организовать у себя же прием этих батареек, потому что мы для себя посчитали, себестоимость направления на утилизацию одной батарейки А4 обходится 3,5 рубля. То есть я думаю, это не такая большая стоимость, но эффект от того, что это будет отдельно собираться, очень большой. И если это все будет параллельно идти, начиная с мелочи, раздельного сбора батареек, изменение сознания людей, о том, что надо грамотно обращаться с отходами, то я думаю, у нас будет успешная реализация всей реформы мусорной. В настоящее время в Якутске работают 4 организации по вывозу вторсырья и 3 по приему и переработке. Например, предприятие «Вектор» принимает у населения макулатуру, из которой после переработки выпускает экологически чистый утеплитель «Эковату». А компания «Чолсир» из пластиковых отходов выпускает тротуарную плитку. Использованные батарейки принимают в магазине «Планета Электро». Ненужные электронные гаджеты можно сдать в магазине
респект. Отдельный сбор батареек и пластиковых крышек практикуют в жилищном комплексе «Прометей», а энергосберегающие лампы обязаны принимать в любой управляющей компании. Все мы пользуемся различными гаджетами, которые требуют батарейки, а наши дети игрушками. Но не все мы осознаем, какой вред могут нести батарейки. Что мы сделали? Мы сделали специальные урны и установили их в наших магазинах. Дальше мы подписали договор на то время с единственным заводом в стране, который занимался утилизацией батареек. Это называется Мегаполис Ресурс в Челябинске. И начали прием батареек. Первая большая партия батареек пришла к нам от 31-й школы. У них была эко-неделя, это было около 150 килограммов. И это результаты тогда для нас были очень воодушевляющие такие. Это был конец 2018 года. С прошествием времени к нам стали поступать заявки на установку данных контейнеров. Сейчас мы уже установили около 13 контейнеров на территории города Якутска и Республики Саха-Якутия. Мы считаем, что это достаточно, потому что теперь в каждом районе города можно спокойно сдать батарейки. Как накапливать батарейки в домашних условиях? Вы можете взять абсолютно любую емкость, будь то коробка, пластиковая, обрезанная бутылка, либо пакет, накапливать в нем батарейки, а потом принести в любой из наших пунктов приема. Также мы искренне считаем, что воздействовать на сознание взрослых людей необходимо через детей. Поэтому сейчас, на данное время, мы уже установили подобного типа контейнеры в 4 школах города Якутска, и на очереди у нас еще 10. В планах, конечно, установить такие контейнера во всех школах города Якутска. Нас часто обвиняют, что мы не платим деньги за сдачу батареек. Хотелось бы развеять миф. На сегодняшний день в мире еще не придумано такой технологии, которая бы позволила сделать прибыльным переработку батареек. А это значит, что за утилизацию и переработку батареек мы платим дополнительные деньги. К примеру, 1 килограмм переработанных батареек на новом заводе НЭК стоит в районе 80 рублей, плюс затрата на логистику. На данный момент мы очень плотно работаем с Министерством ЖКХ. Они помогают в организации таких акций, как раздельный сбор. Всего в 2019 году нашей компании удалось собрать и передать на утилизацию около 1,5 тонн батареек. В Якутии пока не так много мест, где есть урны для раздельного сбора мусора. Однако офис «Мои документы» один из них. Мои документы участвуют в экологическом сборе. Первая акция проходила это по сбору пластиковых бутылок. Далее в августе месяце у нас установили урны совместно с Планетой Электро по сбору батареек. И в этом году с января мы установили дополнительную урну по сбору пластиковых крышечек. Сотрудники относятся у нас позитивно. Также это стоит не только для наших сотрудников, но и для горожан. То есть это доступно. Вы можете собрать дома и принести сюда, и опустить здесь в нашу урну. А как часто люди приносят? Знаете, можно посмотреть по заполнению, но урны уже заполнены наполовину. То есть мы сами собираем внутри офиса. У нас есть мышки, в которых используются батарейки, часы настенные. Вы знаете, то, что одна батарейка разлагается около 300 лет и загрязняет очень сильно нашу природу. И чтобы этого не допустить, мы установили наши урны по сбору батареек. Далее мы отправляем в пункт сбора Планеты Электро, и они отправляют в Челябинск на утилизацию. Нормально. В европейских странах, например, так делают. Я отношусь положительно. Ну, это очень даже хорошо. Нормально, положительно. Очень прилично, хорошо. Мархе? Мархе, а где там урны какие-то? Да, стоят. Дом АЭП «Капитал» Ларионова 17, по-моему. И там вот будет это раздельное собрание. Ну, нет, корзина есть, выкинула, да выкинула. У нас такой возможности сейчас нет. Мы здесь у УСа. Я живу в благоустроенной квартире, но у нас там это просто мусор в один слаживаем и кидаем. У нас же там нету раздельно, чтобы. Пусть сделают раздельно. Бак такой-то, под это, и, естественно, будет. И порядок будет. И все будет отлично у нас. Я как бы строитель, и у нас в сфере это уже как бы получается вводятся эти регламенты, и мы поэтому, можно сказать, этим занимаемся. Вот здесь вот стоит урна, которая принимает батарейки в МФЦ. Вы знали об этом? Нет, не знал. Нет, не знала. Ага. Ну, Теперь буду знать. Теперь будем знать.